Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся рядом река Лена, Табагинский мыс. Мы находимся прямо непосредственно в туристическом комплексе. Я правильно говорю? Да. Туристический комплекс Северная мозаика. Рядом со мной находится специалист Василий Шеремета, представляющий Министерство предпринимательства. И как бы подрядная организация, как бы отвечающая за охрану этого объекта, Василий Константинович, да? Давно здесь вы работаете? Я уже 8 лет, с самого начала здесь. 8 лет? Да. Как оно образовалось, я так с самого начала и работаю. Дороги делал, вот это моя дорога, та дорога моя. Все, и что сегодня здесь есть? Ну, как сказать, вот трасса идет, Норвежский парк. Вот это вот детская, как бы подготовочная для детей. А сколько там лет-то могут? Это вот летом они здесь... Да, маленькие, может, ребятишки до 5 лет. А там идет, оттуда вон, пошла взрослая трасса. Вот это вот вышка, к вышке залазят и туда пошли. Так большой парк, очень большой парк. Народу здесь вообще валом. Здесь машин негде ставить. Вот так бывает, что машин негде ставить. Вот для чего и сделали парковку там внизу. Чтобы машины сюда не ходили, не топтали, там все такое. Чтобы людей... Вот это, Василий, это пока единственный действующий в летнее время объект, да? Пока что да. В будущем, получается, у нас множество недорешенных строительств. Это получается, эти строительства строились в 2017 году. Должны были закончиться в 2018 году, но то есть инвестор не выполнил свои обязательства в большей части. Это что получается? Вот денежные средства, которые были затрачены, да, вот вы говорите, будет строиться, это, наверное, инвестор? Это инвестор, это именно инвестор. Вот сзади нас, что это? Это ресторан с обзорной площадкой. Это инвестор строит, то есть это не государственные деньги? Это не государственные деньги. А давайте вот так по дороге посмотрим. Вон, я смотрю, там вдали стоит подстанция. Это уже государственные деньги. Да, это уже государственные. Деньги потрачены были именно на подведение инфраструктуры. Я прошу показать, смотрите. А видите, как проведена здесь проводка? Грубо говоря, электричество. То есть это четко, серьезно, да? Да. Сколько выдержит вот такая линия подключения? 10 тысяч вольт. 10 тысяч. И в данный момент вот там строится тоже инвестор частный? Тоже частный, также частный инвестор. Там, и что там будет? И будет там, ну, как бы, типа ресторан, проводить там, допустим, свадьбы, день рождения. Это вы про кейтеринг видите? Да, это кейтеринг, это свадебный комплекс. Да. Свадебный комплекс? Да, нам расскажите, что за свадьба, что там по плану? Ну, по плану, по идее, организовывать свадьбу, то прочее, получается, это как вот как у американцев, если взять, предположим. Мероприятие, предположим, вы хотите организовать свадьбу. Вместо того, чтобы самому бегать, там, собирать гостей и того прочее, вы просто составляете договор, и вам все готовенько представляют. Ну, я так понимаю, для спортсменов, раз здесь веревочный парк, нет? Нет, пожалуйста, любые люди приехали, вот, допустим, заказали, вот вы, допустим, у вас свадьба, приехали, заказали. Почему всё. здесь также будет? И вот ресторан тоже. Также будет ресторан с обзорной площадкой. Конечно. Да? С того ракурса смотреть. Ну, то есть, если будет постройка большая, отличный пейзаж на реку Лена, в свою очередь. Трехэтажный будет. А там что еще будет? Там, получается, будут гостевые дома. Гостевые дома, это что такое? Это гостиница, по факту гостиница. Маленькая гостиница, да. То есть семейного отдыха, да? Да, для семейного отдыха и тому прочее. Василий, а вот смотрите, вон там в лесочке, это что стоит? Это подстанция, вот здесь. Электричество? Да, подстанция. Это не те дизельные генераторы за 20 И там, да, стоят 3 дизельных генератора. Один здесь, один возле меня и ниже один. То есть они на разных уровнях высотах. Да. Это те дизель-генераторы, которые стоят порядка 20 или Вот, допустим, больше. свет отключили, они автоматически включаются. Все. Вот, и чтоб а вот эта вот линия, это дизельных генераторов или же это линия вот электропередач? Это идет линия снизу, как бы государственная. Это обычный Якутскэнерго, да? Якутскэнерго, да. А получается, в свою очередь, дизель, в свою очередь, вот, предположим, это уже по станции вследствие аварии или что вот того прочего, если чего-то не будет, не дай бог,
скажем так, если будет круглогодичная, все-таки, как мы надеемся, на будущую перспективу. Василий, я правильно понял, что вот сейчас здесь есть электричество, естественно, можно отопление электрическое же делать. Все будет, все здесь будет, да? И газ, Газ уже подведен, газ подведен, здесь все газ полностью. А где газ подведен? Вот, Вот идет он по кругу, вот так, снизу. Пошел по кругу, газ вот там вот пошел. Вот. Вот там вот по дороге. И вот так закольцовывается, вот так. И пошел туда вниз. То есть Да. можно туда врезаться, да? Да. Конечно, конечно. подключение Можно врезку делать. Для любого здания можно сделать врезку. Вот, допустим, ресторан там. Хотел бы еще у вас спросить, вообще сколько сейчас уже, мне инвесторы некоторые спрашивали, вот те, которые здесь начали работать, они здесь остаются? Будем пересматривать, соответственно. У нас получается, по факту, у нас должны были быть бюджеты избирателей исполнены в 2018 году. По факту, да, в принципе, большая часть останется. С тем, это еще министерство будет внутренняя работа проведена с инвесторами, соответственно, вследствие чего и почему не было исполнено обязательно. Не, те, кто здесь что-то уже сделал, они по факту останутся. А вот сейчас сколько здесь уже что-то сработали, сколько инвесторов получается? В общем 5 инвесторов. 5 инвесторов. По факту что-то делают, шевелятся. Ну, не считая веревочный парк, потому что он полностью уже завершенно идет. Именно те, кто должны сейчас что-то сделать именно. Ну расскажите про веревочный парк. Сколько, говорите, там народу ходит? Ну, общая проходимость составила 15 тысяч человек. 15 тысяч. За сезон, за предыдущий сезон. Рассматривался вариант. Вот это у нас полностью, да, получается, и снаряжение, будки. Я хотел бы, как у представителя Министерства предпринимательства, рассматривается вообще вопрос о круглогодичном. Да. Это, конечно, рассматривается, идет разговоры. То есть задача, я правильно понимаю, Министерство предпринимательства в следующем году мы уже здесь не могли пройти, а как мы ходим здесь по сугробам, да? Ну да, соответственно, чтобы этот парк был круглогодичный вообще, на Здесь самом деле. убираться будет. Именно имеется в виду значение не парка, а именно кластер был круглогодичный. Во-первых, привлечение инвесторов, соответственно, или наших, или, соответственно, за пределами республики, чтобы здесь конкретно была застройка. Конкретно были какие-то были именно здания, какие-то именно. Кластер именно туристический. Именно туристический, именно направлен на туризм, соответственно. Ну, у вас рассматривается зимой горнолыжный склон. Да, это рассматривается. В проекте это было изначально. А летом пляж, рыбалка. Ну, пляж, рыбалка, это на будущую перспективу только. Это уже. Не, а этим летом, вот весной, может инвестор прийти и ему какие-то вещи сделать? Он уже может, да, если он заявку к вам подаст? Это естественно, что это подписывается соглашение, соответственно, с Министерством инвестиционного соглашения. Соответственно, подписывается соглашение с управляющей компанией кластера, соответственно, соответственно, человек начинает строить. И вот там вдалеке у нас Ленские зори, да? Нет? Да, Ленские зори. Рядом. Да, уже готовы как-то. Да, уже готовы. А он как кластер не входит, это отдельная, да, структура? Или входит? Он входит, в принципе, в ТРК он входит. Ленские зори, он тоже туда входит, то есть он уже действует, вы уже опыт его изучаете, и здесь будет уже зона отдыха, я правильно понимаю? Ну, да. И на сегодняшний день что еще планируется сделать, чтобы этот кластер развивался, кроме привлечения инвесторов? Или вам только осталось только... В основном-то, конечно, инвесторы. Изначально, что из себя проект представляет? Мы подводим за город инфраструктуру, соответственно, газ, свет и тому прочее. И здесь уже, соответственно, начинают строиться ИПшники, частники, соответственно, с нашим каким-то либо помощью и тому прочее, и тому прочее. Предположим, если вот взять по помощи, да, что говорят, что правительство не содействует. В 2016 году были выданы льготные кредиты. Получается, из них, получается, двое инвесторов, опять-таки, сейчас еще его не выплатили. Были нарушены именно условия. А кто не выплатил? Они или государство выплатило. Республиканские деньги были. То есть не все получили кредиты? Не, получили все. Просто есть понятие, вот если вам льготный кредит на льготной ставке выдается, там он должен быть целевым. Люди, соответственно, нарушили просто условия договора. Там есть какие-то нарушения. Критерии, да, нарушения есть, соответственно. Это человеческий фактор. И сегодня что можем нашим телезрителям сказать? Вот особенно предпринимателям, которые, может быть, они первый раз увидели, а кто-то уже видел. Куда обращаться, если у них есть проект, чтобы во-первых, записываться, наверное, на личный прием. А кому? Заместитель министра.
Это кому? Ну, наверное, Ирине Гагач, наверное, для начала. Хотя бы так. Либо на личный прием, либо писать заявление гражданина, соответственно. Дорогие друзья, мы вот здесь небольшой обзор. Обращение, точнее. Обращение. Да, просто небольшой холодно. обзор сделали парка по поводу выступления министра предпринимателя Ирины Сергеевны Высоких. И посетили этот парк. На самом деле не все так ужасно, как вы думаете. Все, инфраструктура создана. Сейчас осталось отработать те вещи, которые необходимы для общей доступности этого кластера туризма. Правильно? Да. Снежная мозаика. Северная. Северная? Для меня снежная. Да, Сегодня ну, холодно. просто, это понятно. Северная мозаика. До встречи.